Ассаламу алейкум, доброго времени суток, дорогие друзья, все, кто нас смотрит, к нам подключился на канале Муфтията Республики Дагестан подкасты. Сегодня в студии Гусейн Гусейнов, Чупан Чупанов и Магомед Магомедов. Кто-то будет смотреть, скажет, с фантазией у нас туго. Магомед Магомедов, председатель Совета имамов города Хасавюрт и доктор исламских наук. Ассаламу алейкум, друзья. Алейкум ассалям, рахматуллахи ва баракатух. Сегодня у нас тема такая. Это признаки судного дня, а если быть конкретнее, это имам Махди и Даджаль. Я знаю, что на канале Муфтията Республики Дагестан это видео, которое вы записывали, имам Махди, набрало больше 1 миллиона просмотров, и мы подумали, что раз уж это людям интересно, на эту тему еще немного пообщаться. Мне просто интересно было, с самого рождения, имам Махди, он будет знать то, что именно он будет им. Или же это как-то придет со временем, с годами, то что эта информация. Либо мы будем все люди узнают при его рождении, что это он с самого начала. Нету такого, что даже с рождения, что его люди будут знать, или же он сам будет знать, что он имам Махди. Такого нет. Потому что в хадисе посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Юслихуху Аллаху та'аля фи лейлатин вахида», что Аллах его приготовит. То есть Аллах даст ему все качества этого имама, предводителя имама. Аллах его подготовит за одну ночь. Аллах его исправит за одну ночь. То есть это что-то типа откровения будет, да? Я правильно понимаю? Да, Аллах даст ему все, все качества, которыми он должен обладать для ведения за собой этой общины, быть имамом, о котором пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил, что «Ямляуль арла кистан ва адлян», что он наполнит эту землю благочестием, справедливостью, он наполнит эту землю, распространит правосудие. В его время не будет притеснения, не будет зулму одного над другим. Просто я к чему это говорю, допустим, мы сейчас скажем, допустим, уже все признаки есть, завтра это произойдет, и люди там, начнут, я не знаю, отчаяться, бросить свои дела, уволиться с работы, да, там, перестанут строить дом, там, да, перестанут развиваться, и просто там, я не знаю, начнут закупать там гречку, чтобы этого не произошло. То есть я когда, допустим, был молодой, мне было там лет 13-14, что ли, я тоже, когда об этом всем узнал, о этих признаках, и у меня тоже, я был в таком состоянии, что все, жизнь закончилась, и мне уже дальше можно не учиться, можно просто дома сесть. Я когда проезжал там мимо каких-то новостроек с другом, он говорил: это мой родственник строит. Я говорю: что он строит? Говорю, скоро конец света, говорю, да. Пусть остановит стройку, говорю, займется своей душой. То есть, чтобы это сейчас у зрителей не произошло, и это же все это не значит же, что человек должен сейчас застопориться, правильно, перестать развиваться, перестать там начать заниматься бизнесом, да, то есть жить обычной жизнью. То есть, как нам быть? Это все зная, как нам жить? То есть, какая должна быть подготовка? Очень философский вопрос. Да, загнул, да? На самом деле, просто люди так проявляют себя таким образом, ведут себя, конечно же, невежество. В первую очередь, это невежество. Невежество – враг человека. Даже не то, что, например, если ты узнал, например, завтра появится имам Махди, не только об этом, даже посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе говорит: инкаматил киямату, например, да, если наступит судный день, говорит он, вабияди ахадикум фасиля, и ты услышал, что завтра наступит судный день. И у тебя в руках, когда ты слышал эти слова, у тебя в руках есть саженец, дерево ты хочешь посадить. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: фанистатаа ан ягрисаха фальяфаль. Если он сможет ее посадить, пусть, говорит, сделает. Пусть, говорит, не станет с этого места, не посадив это дерево, говорит посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. По поводу времен, когда уже появится имам Махди, мне было интересно такое. Сказали что будет полная справедливость, правильно? Даже между животными. То есть настолько все будет хорошо. То есть, получается, не будет людей, которые будут против него идти. То есть будет полностью мир во всем мире, как оно и есть. Оппозиционеров? Да, то есть не будет ли противников против него, против его движения? Противников же он не оставит. Противников, он против этого зла же он будет воевать, против лжи, против... Его время будет только одна истина, только одна правда. Даже
Мы знаем, сейчас у нас да, в мире есть 4 мазхаба даже, 4 правовых школ, имама Шафии, как мы дагестанцы, да, следуем за мазхабом имама Шафии, имама Абу Ханифа, Малик, имам Ахмад, и еще другие тоже мазхабы, да. В его время даже эти мазхабы не будут. Почему? Потому что будет только его одно слово. Сегодня мы последователи имама Шафии, кто-то другие последователи имама Абу Ханифы, они все правы, да, все они следуют за истиной. А в его время он будет как вынести, да, решение. Но он не будет как То есть один единый другой мазхаб. пророк, посланник. Мгм. Он будет последователем посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, но он, согласно своим знаниям, своей степени, да, вот, в знаниях шариата, он будет вынести решение и, конечно же, одно решение во всех вопросах. А если вот, ну, представим, имам Махди завтра появился, как нужно реагировать каждому мусульманину, вот, который узнал об этом? Если вот так просто представить это все. Как реагировать на это? Страх, я не знаю, позвонить родителям, что-то сказать, я не знаю, просто вот очень интересная такая тема. Если даже ему, как раз таки мы говорили об этом, если даже мы услышим, что он появится, конечно же, мы бросить все, оставить все, так, вселить страх в сердца, такого не нужно делать. Жить просто дальше, так как мы живем, развивать свой быт, развивать свою религию и просто быть осведомленными в этом вопросе. И когда Да, нам будет правильно. суждено, если суждено нам это увидеть в наш век, то просто мы должны к нему подойти максимально готовыми, насколько это возможно. Вот и все, наверное, что нам остается Конечно, ну, наверное, в таком мы сегодня положении. конечно, вот, как я вначале сказал, этот человек, что появится, это истина, это факт, его отрицать нельзя. Даже есть некоторые, да, высказывания ученых, что кто будет отрицать его появление, он попадает в куфр. Вот когда вот я тоже читал комментарии, это же, наверное, наши же братья, да, мусульмане, что нету такого ни в Коране. Все, что нет в Коране, разве можно отрицать? Покажите, говорит, аят о имам Махди в Коране. Про частичные, да, вот решения, частичные моменты, не все же в Коране написано. Для этого есть сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. «Ума янтику анил хава». Он от себя ничего не говорит. Всевышний Аллах в Коране говорит, «Ин хуа илля вахью юха». Все, что пророк до нас доносит, говорит, это есть вахью, откровение от Всевышнего Аллаха. Поэтому не обязательно, чтобы про имам Махди был аят в Коране. Есть хадисы, его отрицать нельзя. И сегодня, не зная о нем ничего, если человек отрицает, и когда он появится, разве пойдет он за ним? Да, хороший вопрос. Поэтому Есть ли вероятность того, что имам Махди, он будет тут в Дагестане, появится тут, приедет сюда, то есть, ну вот, есть ли такая вероятность, или вот какое-то, я не знаю, определенное местонахождение будет все время? там прямо не упоминается он. Где он То есть, появится, да, да? где он то есть- появится. И также нету там, где говорится, что он в каком-то месте будет, в каком-то месте не будет. Всевышний Аллах всемогущий. Возможно, он до суда тоже дойдет. Да. Ведь сподвижники дошли до наших земель. Сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям. Главное быть людьми, которые заслуживают, да, пойти за ним, оказаться на его стороне. Аминь. Просим Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах дал нам знания, дал нам деяния, да, за которых мы сможем оказаться в числе его последователей. Вот когда он появится там, ну я не знаю, как это вообще происходит, типа мы что-то почувствуем, вот мусульмане, да, то есть что-то мы почувствуем, какой-то будет знак, то что вот точно он, что он имам Махди, что-то вот, я не знаю, вот мне просто немножко вообще, мне непонятно, как это произойдет, честно, вот я вот не могу понять точно, вот как мы должны 100% понять, что Кто-то это он. почувствует, кто-то Ну, не. сегодня, То то, есть что я мы же здесь говорю, это- рассказали, это капля в море, да, из его описаний. Все там четко, да, вот все описания. Как он будет выглядеть, это тоже упомянут в хадисах посланника, что он будет широколобый, что он будет, у него нос будет
как у меня, например. Чуть тонкий нос будет у него и чуть с горбинкой, что на его лице, на его щеке будет, да, вот родимое пятно на правой или на левой, там есть разные версии, что у него будет щель между зубами, что он будет, да, ему трудно будет говорить, чуть заикающийся, да, и когда вот усложняется, ему чуть говорит какое-то слово, он будет бить правой рукой, там написано, правой рукой на левое бедро, так как вы, да. Это все написано в хадисах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и что у него цвет будет лаунун араби, арабский, да, вот чуть смуглый он будет, довольно смуглый будет, что он будет чуть высокого телосложения,